4,5 миллиона в год, в 2,5 раза больше, чем продажа новых машин. Это объем сделок по автомобилям с пробегом в России за прошлый год. И на этот рынок, возможно, придет государственный контролер. Будет это в виде аукциона, специальных дилеров или единой системы, конкретных предложений пока нет. Но тема лишить автовладельцев их прав на продажу машины самостоятельно витает уже давно. По некоторым прогнозам, такой маневр может приносить в казну до 20 миллиардов рублей в год. Больше всего эта инициатива может ударить по карману этих отвернувшихся от камеры мужчин. Так называемые перекупы – физические лица, которые перепродают автомобили из рук в руки. Маил Казамзаде – один из них. Если я хочу продать свою машину, естественно, я могу продать своему другу, знакомому, а не обязательно ехать в автосалон и, естественно, платить какие-то проценты из своего кармана. Естественно, я не согласен. Я могу приехать на авторынок, продать машину. В салонах автомобилей с пробегом к инициативе относятся менее категорично. Рано или поздно этот вопрос возьмет государство под контроль, потому что слишком большой объем черного нала проходит через этот рынок. Сложно сказать, в каком это виде будет, потому что много всяких разговоров вокруг этого уходит, но ничего такого сформулированного либо конкретного не существует. В Японии, например, автомобили с пробегом продаются через аукционы. В теории посредник между продавцом и покупателем может обезопасить сделку. Проблема, да, есть. Есть эти перекупы, которые на себя не оформляют машины, а просто покупают, тут же продают. Но у человека получается сплошные риски. Хотя, на мой взгляд, идея идиотская. Без восторга встретили инициативу и автолюбители. Плохо отношусь, это все затянется, процесс будет очень длительный. Совсем это ни к чему. Сама лично продавала из рук в руки, и все прекрасно. Без разницы. Что так, что сяк. А если придется процент отдавать за то, что пользуетесь услугами? Ну, это уже другой разговор, уже это другой вопрос. Поэтому тут жаба душит во всем. Негативно. Это приведет к тому, что дилеры будут сбивать цены на бэушные автомобили и продавать их по завышенной цене. Пока это только инициатива от Минпромторга. Законопроекта и поправок нет. В любом случае, дополнительная бдительность при сделках из рук в руки никому не помешает. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.